Сегодня в видео ты найдешь десятку крутых и не сильно требовательных игр, как ты и просил, для своего телефона или планшета. Это такие игрушки, в которые реально хочется залипать. И всем привет, братюни и сестрюни, меня зовут как всегда Лайк. Ставь лайк, если хочешь больше топов. И как обычно, комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чайку. Но перед началом ролика У друга есть для тебя новости. недавно я начал играть в OneState. Меня удивило, что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка. В самой игре я встретил много игроков, ведь игра полностью состоит только из живых людей. Кто-то играет за полицейского, кто-то за военного. Видел даже тех, кто создает свою банду и держит город в страхе. С кем-то я даже подружился и поспорил, у кого круче тюнинг. Самое крутое, что все это на настоящей карте Америки с удивительной оптимизацией и крутой графикой. И я думаю, что это новый уровень мобильных онлайн-игр. Буду ждать тебя в OneState. Обязательно скачивай по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. Зацените нечто по-настоящему атмосферное, сделанное на основе старого доброго сталкера. Представьте, постапокалиптический Чернобыль, заброшенные деревни, густой туман, и вы сталкер по имени Страйкер. Ваша миссия – спасти мир, ну или хотя бы попытаться выжить, потому что за каждым углом монстры, мутанты и жуткие аномалии. Сюжет завязывается с катастрофы. Ваш вертолет сбивается аномалией, и вы остаетесь один на один с опасностями зоны. Звучит как начало фильма ужасов, правда? Лутайте оружие, ищите выживших и собирайте ресурсы, чтобы пробиться сквозь этот хаос. Но помните, каждая пуля на вес золота, а каждая ошибка может стать последней. Это тот самый шутер, который заставит вас почувствовать себя в эпицентре зомби-апокалипсиса. И если вам нравятся игры, где можно не просто бегать и стрелять, и кто знает, может именно вы остановите весь этот хаос, а может и нет. Привет, Лайт. Я поставил лайк, подписался и нажал на колокольчик. Я принят в семью лайтов. Братишка, конечно. Кстати, если ты тоже хочешь в нашу дружную семью лайтов, то подписывайся на канал, нажимай на колокольчик. И еще можешь поделиться этим роликом со своими друзьями. И всем новичкам добро пожаловать. А с комрада лайк под видео. Только прикинь, 2040 год, планета в руинах, а жизнь на Земле превратилась в жестокий челлендж на выживание. Радиоактивные отходы уничтожили почти все человечество, и оставшиеся борются за каждый глоток чистой воды. Слабым тут точно не место. Как только вы начнете игру, вам предстоит создать уникального персонажа. Тут все как положено в хороших РПГ. Можно настроить внешность так, чтобы ваш герой стал отражением вас, ну или абсолютной противоположностью. После создания персонажа никаких долгих вступлений. Вы сразу же оказываетесь в огромном мрачном мире, полном опасности и приключений. На старте у вас будет лишь кирка и немного провизии. Звучит не слишком хорошо, да? Но это наш шанс проявить изобретательность. Первым делом построим себе убежище, чтобы не стать легкой добычей для мутантов. Дальше отправляемся исследовать мир, добывать ресурсы, находить секретные места и общаться с выжившими. Это не просто декорации, а живой мир, где каждый персонаж может стать как вашим союзником, так и врагом. Но будьте осторожны, каждый шаг в этом радиоактивном аду может стать последним. Дикие звери, мутировавшие монстры, они поджидают вас в самых неожиданных местах. Тут-то вам и пригодится оружие. Его можно купить, найти или создать самому. Но если уж совсем прижмет, кирка тоже вариант. И теперь представьте, а вы против монстра размером с грузовик. Так вот, кто кого? Если вы фанат скорости и бескрайних дорог, тогда приготовьтесь. Вас ждет огромная карта, воссоздающая Западную Германию с ее известными городами. Это не просто симулятор. Физика грузовиков, система повреждений и даже динамическая смена погоды. Представьте, как вы мчитесь по автобану, а вокруг то дождь хлещет, то солнце светит, то туман окутывает все вокруг. А кроме классической доставки грузов, игра позволяет стать владельцем транспортного бизнеса. Сначала вы просто водитель, но постепенно сможете вырасти до главы целой грузоперевозочной империи. Каждая поездка уникальна благодаря мелким деталям трассы, которые добавляют глубину и погружают в атмосферу жизни дальнобоя.
Внимание любителям Ассасина. Это та самая игра, которая переносит нас в эпоху Возрождения. Да, ее нету в Google Play. Но мы же не из тех, кто сдается, верно? Поэтому инструкция будет в Телеграм-канале. Перед вами открывается невероятный мир с увлекательными миссиями, которые помогут раскрыть секреты воронов. Что важно, графика здесь вполне неплохая. И атмосфера ПК-версии передана почти идеально. Развивайте своего героя, собирайте трофеи с повешенных врагов. Среди них найдете оружие, броню и другие полезные штуки. Кстати, помните, как было круто лазить по стенам в оригинале? Здесь это тоже есть. Так что будьте готовы бегать, прыгать, карабкаться. Игра, где мы сможем почувствовать себя в шкуре бизнесмена и открыть свой магазин. Нам придется заниматься его развитием и делать абсолютно все, начиная от покупки товаров и заканчивая раскладкой его на полке. А заработанные деньги придется тратить на развитие. При этом не стоит забывать про нужды нашего перса. То есть поесть, поспать, помыться. В целом очень прикольно. Поэтому советую поиграть. Лайт, как стать популярным в школе? Женек, всему свое время. Главное не гнаться за этим и быть классным человеком по жизни. Ну а если по порядку? Первое. Будь самим собой. Если ты крутой, это заметят. Второе. Научись шутить так, чтобы смеялся не только ты. Третье. Раздай всем свои обеды, особенно те, где котлеты. И четвертое. И самое главное. Расскажи всем про мой канал. И поверь, популярность тебе обеспечена. А теперь немного хоррора, но с изюминкой. Представьте себе русская рулетка с дробовиком 12-го калибра. Это настольная игра в духе Uncryption. Точно вызовет у вас мурашки. Правила просты. Раунды 1 на 1. Где вы с противником по очереди стреляете друг в друга. Но не думайте, что все так прямолинейно. В вашем арсенале есть хитрые уловки. Например, наручники, позволяющие выиграть ход. А банка пива нет, не напиться, а разрядить дробовик на 1 патрон. Нервы тут на пределе, ведь права на ошибку практически нет. Задача – это вышибить противника быстрее, чем он сделает это с вами. Да, жестко, но это делает игру захватывающей. При этом каждый шаг нужно продумывать наперед. Так что, если любите пощекотать себе нервы, это точно ваш выбор. А вот эта игра понравится всем фанатам мультсериала «Самурай Джек», и вы станете лучшим воином, который когда-либо держал катану. Сюжет продолжает эпичную концовку сериала, путешествуя во времени, битвы с врагами, знакомые локации и союзники. Все это пропитано атмосферой культового мульта. Игра предлагает вам создать свою легенду, оттачивая боевые навыки и овладеть новыми видами оружия. Хотите снова прожить те самые моменты из любимых серий? Вот ваш шанс. Но есть один косяк. Игрушка доступна только для Apple девайсов. Так что если у вас Android, остается только мечтать, ждать, надеяться и терпеть. Может, когда-нибудь. Братишка, буквально секунду твоего времени. У меня к тебе небольшая просьба. Это подписаться на канал и жмякнуть колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Ну и если этот ролик тебе зашел, и я уверен, что он зашел, то не поленись и влепи лайк. Это очень помогает. И мы с тобой двигаемся к следующей игре. А теперь немного ностальгии. Кто из вас играл в Героев Меча и Магии 3? Эта культовая игра была настоящим феноменом в конце 90-х и начале 2000-х годов. Серьезно, если у вас была тусовка друзей, геймеров, вы точно часами играли за одним компом, споря, кто будет ходить первым. Герои 3 – это пошаговая стратегия, где разные расы борются за контроль над городами и ресурсами. Даже спустя годы игра остается эталоном жанра, с учетом того, что проводятся турниры и до сих пор жив онлайн. В нее можно поиграть и на наших мобилках с некоторыми нюансами управления. Но все же это отличный шанс окунуться в те времена. Пишите в комментариях, какая раса была вашей любимой. Лично я до сих пор помню, как стремился построить ангелов быстрее всех. И как итог, денег их выкупить просто не было. Если вы любите игры, где нужно хитрить, обманывать и при этом еще немного напрягать мозги, тогда эта игра для вас. Она вдохновлена уже культовой Among Us, но добавляет к ней кучу новых фишек. Начнем с того, что здесь вас ждет не 1-2 роли, а целых 3 фракции и больше 20 уникальных персонажей. Хотите быть шерифом и вершить правосудие? Или может поджигателем, который добавит немного огонька? А как насчет шпиона, который всегда в курсе, что замышляют другие? Геймплей остается классическим. Члены экипажа выполняют задания
испытания, пытаясь вычислить самозванца, а самозванцы тихо устраняют всех и делают вид, что это не они. Но благодаря разнообразию ролей, каждая игра превращается в непредсказуемое шоу. А что еще круто, это возможность кастомизации своего героя. И да, если вы не хотите молчать, включайте голосовой чат и общайтесь с другими игроками. Кто знает, может ваш голос поможет убедить всех, что это не вы. Или наоборот. Эта игра, пожалуй, с лучшей графикой на наши телефоны. И кто поспорит? Если серьезно, то это необычная игра в жанре интерактивного кинца. Вы возьмете на себя роль детектива, чтобы раскрыть загадочное дело вместе с вашей помощницей Сьюзан. Но все не так просто. Игра буквально заставляет вас обращать внимание на каждую мелочь, улики, доказательства, странные детали. Все это может стать ключом к разгадке. Но будьте осторожны, эта история не просто про расследование. Здесь вам придется встретиться со своими демонами, решать головоломки и отвечать на вопросы, от которых зависит ваша жизнь. Интригует? Тогда это ваш шанс проверить, насколько вы внимательны и готовы к испытаниям. Ну а это у нас, как обычно, бонусная игра. И сегодня сюда попала очень прикольная игрушка, в которой придется строить цивилизацию с нуля. После того, как мы поработили мир с помощью болезней Plague Wing. Пока полноценного русского языка нет, поэтому и обзора на нее тоже. Но если есть желание, то поиграть можно уже сейчас. В целом прикольно. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые видео, а также смотри вот эти крутые топы. И всем пока-пока!